В этом издании рассказывается о славной истории столицы Чечни, города Грозного, о героических страницах его прошлого и настоящего. Она насыщена малоизвестными фактами из истории города, редкими фотографиями и документами. А особая роль в этой книге выделена первому президенту Чеченской Республики, герою России Ахмату Хаджи Кадырову. Ведь именно благодаря ему в республике были прекращены разрушительные боевые действия, созданы необходимые условия для перехода к мирной жизни и восстановлены города и села республики. Та милость Всевышнего, которая наступила с приходом Ахмата Хаджи, и то, как это тяжелое, тяжкое наследие взял на себя Рамзан Кадыров, наш нынешний глава. Вот такая как бы история. Вот опять здесь же и стереотипы, здесь же и мифы, здесь же слухи, здесь же дефамация. То есть все то, что разрушает этнос, все, что разрушает государство, все, что разрушает общность какую-то, да. Признание читателям для автора – лучшая награда. Джамбулат Умаров удостоился такой награды. И не только от читателей, но и от всех присутствующих в зале. Равнодушным не остался никто. Этот зал словно частичка Чеченской Республики в Москве. Презентация второго издания, вышедшего под авторством Джамбулата Умарова «Фактор КРА. Грозный». Книга приурочена к 200-летию города-героя. Поддержать автора в этот знаменательный день приехали депутаты Государственной Думы, известные деятели научной и творческой интеллигенции, коллеги и друзья. Депутат Государственной Думы Адам Делимханов поздравил Джамбулата Умарова с презентацией и отметил, что несмотря на то, что идея создания книги принадлежит главе Чеченской Республики Рамзану Кадырову, Джамбулат Умаров отлично справился с поставленной задачей. Ногчи один из древнейших народов, даже на территории сегодняшней России, самый древнейший выхолор из-за Белградов, штуку дюч воин хизнаты, сона даггар Джамбулатин, баркал аля и идея так из хилиз остепнер, вой хилиол галы, так вой хилхум нащи, так воин 90-е годы гайн сурти, так первый том شغل قام إشت خل دول حال أختخن دول حال خل ديز حال تق وين تخن دول حال سان دوش شاني وين تخن عمد هاش دال غزوة قبل دول تون أربع داخل غنش ونيات يا وين ناوستي وين وعبل النيا بو وين عيوت شو مربرياتي إنت تشوح مسألة شيء عميل عبيل قل داخل شساعتي شواتر تخن دول حال نقطة خطر دوالج. Это издание, с одной стороны, книга-созидатель, а с другой стороны, она играет роль разрушителя. Разрушителя всех стереотипов, которые складывались на протяжении долгого времени вокруг чеченского народа. Так говорят о факторе КРА читатели. Я считаю, что эту книгу необходимо читать. Это как пример преодоления, да, многих вот таких конфликтных ситуаций, приход к пониманию того, что мы все дети одной страны, дети одной земли. Мы должны, преодолевая любые конфликты, приходить к согласию и жить в мире и дружбе все вместе. Умение автора завлечь читателя, а не просто рассказать о каких-то фактах, признак мастерства. Им обладает Джамбулат Умаров. Даже люди, которым история неинтересна, читают эту книгу. Вы знаете, я прочитал ее взахлеб. Она оказалась не просто исторической книгой, это литература. Она настолько тебя забирает, настолько заставляет, не отрываясь, читать, что это признак большого литературного таланта, а не только знание истории, анализ, все это там есть. Но это колоссальный литературный талант, уметь увлечь. Меня уже подкупает, во-первых, искусность, как она сделана, написана, потому что язык мы смакуем, великий русский язык, и та основательность, не только научная, но вот и художественная, которую демонстрирует автор. То, что Джамбулат, как некий собиратель земель, собиратель культуры, зафиксировал вот эту историческую значимость и подвиг того, кто создал, восстановил этот уникальный город, а то, что он это закрепил в слове, закрепил в исторических ссылках, в этой информации
это поступок. Все выступления посвящены Грозному, который возродился из пепла и радует всех своей красотой. И, конечно, песня сегодня только о Грозном. И только авторство Джамбулата Умарова, а слова о великом человеке в исполнении Хамида Азаева все слушали стоя и долго аплодировали. Из ворот народного Тязита уходил безмолвие герой. Не тревожься ни вдову, ни сына, проливая падоку речей. Он ушел с аятами Ясина, не свергая в пламя палачей. Он ушел, молясь за тех, кто близок, и за тех, кто глупости грешил. Пусть дрожат пособники Иблиса, что меняют веру за гроши. Не рыдайте, просто стойте плача. Что приуныл, мой брат единокровный? Или я тебя так ранил глубоко? Или я лишил тебя достатка, или крова, или над тобой занесся высоко? Или не одни у нас с тобою предки, или не одним питались молоком, а может, встречи наши стали редкие? Или мы теперь чужие за рекой? Это стихотворение Джамбулат Умаров посвятил войнахам. На протяжении всей истории ингуши и чеченцы остаются братскими народами. Все беды, выпавшие на их долю, переживали вместе. Все это остается неизменным. Когда была первая кампания, как следствие вторая, мы всегда не забывали, что мы, вот даже моя семья и моя старушка, мама, мы не забывали и всегда понимали, что это и нас касается. И мы старались сделать и тысячи русских, ингушей, евреев, армян, которые жили здесь, в Москве, переживали, сопереживали, старались, чем можно помочь. Я это сам знаю. Следующий тираж книги «Фактор Кара» долго ждать себя не заставит. Уже весной следующего года планируется издать около 10 тысяч экземпляров, а автор начал работу над продолжением цикла. Тот же «Фактор Кара», но уже преодоление. Хамзат Мусаев, Зураб Центроева, Амина Дакаева, Шамиль Саламов, Алаш Аздамиров. Новости.